Добрый день, уважаемые телезрители! Мы начинаем телевизионную версию нашей дискуссионной площадки «Якутия. Образ будущего». Эта площадка была впервые создана в 2020 году на базе Дома дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского. И сейчас мы начинаем новый этап, новый формат этой дискуссионной площадки, цель которой является обсуждение разных актуальных вопросов, связанных с инновационным развитием нашей республики Саха-Якутия. У Конфуция, знаменитого, одного из знаменитых философов, основоположников китайской цивилизации, есть такая универсальная формула развития и сохранения китайской цивилизации. И одна из формул заключается в том, что любая сильная цивилизация должна иметь свой образ победы, то есть образ будущего. И исходя из этого, Россия, которая является одним из центров нового многополярного мира, который формируется сейчас, должна иметь не только экономическую, военную, политическую мощь, но и иметь четко сформулированный образ будущего. Мы видим, как реализуются на территории Дальнего Востока и нашей республики различные экономические мегапроекты, связанные с развитием экономических связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом, с Китаем, но с другой стороны мы, к сожалению, не видим таких культурных мегапроектов. И в связи с этим возникла такая идея, что наша интеллигенция, представители науки, они должны иметь свою площадку. И вот мы пригласили сегодня в гости к нам известного человека, Васильева Руслана Васильевича, который является руководителем Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Долгое время работал в системе культуры, предпринимательства и сейчас занимается очень важным делом, которое связано с сохранением исторической памяти и культуры. Тема нашего заседания сегодня – это специальная военная операция «Новый миропорядок». И первый вопрос, который хотелось бы задать Руслану Васильевичу, вот как вы оцениваете вот эту специальную военную операцию и каким видится вам будущее мира? Вопрос, конечно, такой непростой. Здесь хотелось бы сказать, что действительно вот долгое время мы жили в таком однополярном мире, когда Россия, ну и сегодня еще, наверное, не сбросила свои там колониальное свое прошлое, там, да, мы сейчас в зависимости. И вот сейчас как раз то, что происходит на Украине, это один из, наверное, видов важных, то, что Россия начинает вставать, да? Она заявляет о себе, и мы начинаем строить уже многополярный мир. Это очень важно для нас, потому что, скажем, когда вот Крым к нам присоединился, да, вот было, конечно, вот такое воодушевление народа, вот я как гражданин России это четко так ощущаю, и действительно вот в последнее время, перед началом специальной военной операции, ну, напряжение оно чувствовалось в мире, там, да, вот, было такое вот. И я думаю, что это был очень правильный шаг, чтобы упредить то, что могло произойти. Ведь мы знаем, что там Зеленский, он уже готовился, уже хотел вступить там ядерный клуб, да, по-моему, так, да, что-то еще там такое, уже агрессивность, она просто уже в открытую об этом говорилась. Поэтому то, что мы упредили, это очень, я думаю, правильный шаг, важный, это, конечно, трудный шаг, непростой, потому что это касается всех жителей нашей республики. Сегодня мы ощущаем это, потому что сейчас призывают уже
мобилизует уже ребят, которые, скажем, были, когда-то служили в армии, да, сегодня они гражданские служащие, но их уже начинают призывать. Очень многих знакомых моих уже тоже призывают, начинают учителей призывать там, да. Хотя вот первоначально и в обществе было такое настроение, что-то где-то там, где-то происходит, а нас не касается. Казалось бы, Якутия далека от Украины, но тем не менее вот сейчас мы все ощущаем, что она вот она, в каждом доме, можно сказать, да, вот через друзей все это проходит. Поэтому здесь, ну, я думаю, что надо еще и менять, скажем, и политику нашу государственную, потому что, если, вот как помним, в 1941 году уже сразу же был создан Государственный комитет обороны, там, да, Россия очень быстро встала на рельсы такой войны, когда буквально за короткое время целые заводы перемещались с западной части России на восток, да, и за короткое время они начинали выпускать продукцию. Вот сегодня вот этого как-то не видно. Мы здесь пробуксовываем очень, даже начиная, скажем, с работы военкоматов. Вот уже видно, что вот механизм государственный, он еще не отработанный. Ну вот если проанализировать последние выступления нашего президента Путина, то обращает на себя внимание, что особенно с февраля он начал говорить про новый миропорядок. Вот этот миропорядок, как вы видите, как понимаете? Ну вот всегда, в общем-то, я не политик, конечно, да, вот я чисто рассуждаю как горожанин, как житель нашей республики, нашей страны. Да, и вот, скажем, когда учился в школе, там всегда возникают некоторые лидерские центры. Там в классе всегда возникает какой-то лидер, да, и вокруг него начинает возникать группа людей, которые поддерживают его взгляды. И если этот, скажем, это зависит уже от качеств этого лидера. Если он, скажем, такой, скажем, благородный, положительный, то и атмосфера в классе, она такая вот уже благожелательна. А если это лидер, скажем, несколько, скажем, с отрицательными какими-то качествами, то уже уклон несколько общества в классе маленько другой становится. И очень, это, я считаю, плохо, когда один какой-то лидер. Когда возникает второй, в противовес ему второй лидер возникает, да, и тогда уже они начинают, в общем-то, в классе становится как бы такая стабильная атмосфера, потому что всегда есть противовес чему-то. Я считаю, если это перевести на более такой глобальный уровень, я считаю, что вот именно когда однополярный мир, это, в общем-то, неправильно начинается перекос во всей, скажем, глобальной политике, в таком же классе, скажем, да, и поэтому всегда должен быть, не зря Владимир Владимирович сказал, что это уже они как отрицательные силы, это даже такие силы там беса, скажем, там, да, и вот нужен обязательно второй лидер, который бы уравновешивал это все. И тогда становится как бы все это выравнивать, как это было у нас, когда был Варшавский союз, был там, да, вот против НАТО стояли это, и тогда, в общем-то, была, скажем, довольно-таки стабильная ситуация в мире. Поэтому я считаю, что должно быть обязательно, многополярный мир должен быть. Но дело в том, что, мне кажется, тут за кулисами вот явной борьбы между Россией и США проглядывается и третья сила, третий игрок на мировой сцене – это Китай. Дело в том, что еще в конце прошлого года американские аналитики из корпорации RAND сделали прогноз развития Китая. И что интересно, они спрогнозировали, что уже с 2023 года будут усиливаться отставание США от Китая. И поэтому форсирование американцами украинского кризиса, ведь не секрет, что Зеленский это фигура зависимая, что форсирование этого кризиса, втягивание России в военный конфликт,
введение экономических санкций против России, они имеют своей целью глубинной это затягивание России вот в этот конфликт и лишение Китая важнейшего военно-политического союзника. Поэтому здесь может быть и другой глубинный смысл вот этих украинских событий, потому что мы же имеем в виду большую глобальную политику, и сейчас вот на Первом канале есть такая передача «Большая игра» на известного ученого, депутата Никонова, внука, кстати говоря, советского наркома Молотова. И там каждый вечер мы видим, как рассуждают вот об этой большой игре. И Украина, к сожалению, украинцы, они стали заложниками вот в этой игре. И вот, ну, как человек с большим жизненным опытом, вы ведь, Руслан Васильевич, наверное, сталкивались с украинцами, и вот понятие Украина, Малороссия, вот как вы это оцениваете? Нет, безусловно, это известно, что там, да, это англосаксонская такая политика, там, да, вот, или как это, закулисье ее называют. Конечно, это есть такая игра, и это действительно, я считаю так, что это украинский конфликт на Украине, это когда стравливают двух славянских народов, да, друг с другом на самоуничтожении, да, и чтобы они ослабевали в этой борьбе. Им, конечно, не жалко украинцев, потому что их подпитывает весь блок НАТО, плюс Соединенные Штаты Америки подпитывают там, да, бросают туда в эту топку постоянно там вооружение, там, боеприпасы, всех наемников со всего мира там туда тоже бросают все в эту топку горнила, конечно же, и Россия вынуждена отвечать, и тут, наверное, тут правильно, да, и одно из направлений это ослабить и Китай, потому что если Россия, вот сейчас Россия поворачивается в сторону Востока, да, в сторону Китая, начиная там даже газопровод, там прочее, все уже начинается работать с Китаем у нас. И, конечно же, американцы видят, что если будет очень плотная связка экономическая, там, да, военно-политическая с Китаем, скажем, да, у России, то тут уже, конечно, американцам, как говорится, и англичанам делать нечего. Конечно, они делают все, чтобы ослабить вот эти вот связи. И я думаю, что сейчас еще и большая будет интрига. Сейчас ведь съезд на носу, да, 16, по-моему, октября, будет съезд Коммунистической партии Китая, там, где вот, в общем-то, будут, мы увидим, наверное, там очень большая и серьезная борьба будет. Останется ли Си Цзиньпинь у власти, либо его сместят, потому что вот были же сбросы, буквально, что его там уже арестовали, он под арестом, что-то еще, вот уже такая подковерная игра идет, чтобы вот уже на уровне психологическом, таком эмоциональном, уже вот что-то шло на разрушение этих всех отношений. И даже была информация о том, что и чуть ли не в Москву направляются колонны вооруженные там, да, поэтому вот это идет очень такая большая игра. И вот здесь, как никогда, нам надо высветить. Я бы хотел сказать, что видя вот это все, на самом-то деле России надо сделать очень как бы такой мощный удар, именно не воюя, скажем, с Украиной, а вот именно, мы же видим врага, да, это Соединенные Штаты Америки. Скажем. Почему бы нам, вот был ведь Карибский кризис, да, при Хрущеве, когда, конечно, на Кубе были установлены ракеты наши, и американцы сразу стали вести переговоры, потому что в истории не было никогда, чтобы Соединенным Штатам кто-то угрожал. Они никогда не воевали на своей территории. И мне кажется, здесь надо более смелее об этом поднять вопрос, дать задание нашим ракетам полетные, именно нацеленные на Соединенные Штаты, чтобы они знали, да, это не значит, что они полетят туда. Но если будет в полетных заданиях прописано, я думаю, это довольно-таки сразу остановит всю эту агрессию, и русло повернется несколько в другую сторону.
Для понимания вот тех событий, которые сейчас происходят на Украине, мне кажется, вот как историку, здесь необходимо обратиться к истории. Дело в том, что ну, даже в русском языке есть же понятие окраина, откуда происходит вот название Украины. И мы же знаем, что государственность как таковая возникает только при Советском Союзе, Украинская ССР возникает, а до этого была Малороссия, и были малороссы. И когда мы читаем, например, Гоголя, Тараса Бульбу, и вот эти вроде бы украинские казаки, они называют себя русскими, они не называют себя украинцами. То есть вот сам термин Украина, украинцы – это поздний термин, который появляется только в 20 веке, и то после Октябрьской революции. И это результат очень длительной польской агитации, польской пропаганды, которая пыталась разделить искусственно вот единый русский народ. По сути, ведь до революции было 3 части единого русского народа. Это малороссы, вот нынешние украинцы, великороссы – это русские, собственно вот современная Россия, и белорусы, ну, Белоруссия. И по сути это один народ, с одной культурой, с одними традициями. И цель англосаксов, их политики изначально, они ведь всегда исповедовали такой древний римский принцип «разделяй и властвуй». Цель была организовать войну между частями вот этого большого одного русского мира с тем, чтобы пожинать плоды. Мы это видим, и нужно это четко понимать. По сути, это драка братьев между собой. Это вот такая разновидность гражданской войны, когда третья сторона, те же американцы, вот тоже НАТО, подкидывает оружие украинцам, и почему такая ожесточенная борьба идет. Мы, если вот возьмем украинский генералитет, они же учились в таких же школах военных Советского Союза, как и наши генералы. И с той стороны ведь тоже те же украинцы, те же русские. Это один и тот же народ. Это внуки и дети победителей, которые вот в Великой Отечественной войне вместе побеждали. И поэтому идет такая ожесточенная война. И почему вот именно западники, англосаксы ухватились за Украину? Дело в том, что несмотря на такие цифры, что вот блок НАТО, там огромные страны, военно-политический потенциал, реально людей, которые могут воевать вот лоб в лоб, в НАТО практически нет. Ведь большой войны ни в США, ни в Европе не было. И ни Великобритания, ни США сильными сухопутными войсками не обладают. То есть получается, Украина действительно имеет самую сильную армию в Европе. Это не выдумка, это реальность. Там есть вот люди, которые готовы реально воевать. Других людей нет в НАТО. И не нужно обольщаться, думать, что вот НАТО нас победит. Действительно, вот в военно-техническом отношении блок НАТО, он очень хорошо оснащен, но и переоценивать возможности НАТО не стоит. Поэтому вот есть у некоторой части вот нашего населения такие опасения, что вот НАТО, там, США нас уничтожат, смогут победить в этой войне, но это не совсем верно. Вот что касается менталитета украинцев, вот по жизни вы, наверное, сталкивались вот с таким явлением, как вот украинец, там, украинство, украинский национализм. Что вы можете сказать? Да, тут, безусловно, здесь вот, вы правы, да, ни у одной, наверное, страны нету духа победы, вот такой вот, да, генный, на генном уровне, да, потому что, вот, ну, возьмите, когда Наполеон вторгся в Россию, мы их разбомбили, да, победили. Германии мы их победили, советский народ, да, а основа-то советского народа русский народ, в общем-то. И поэтому, ну, если взять вот в таком плане, то действительно и Украина, как часть нашего народа, они, конечно, у них есть в генах заложен дух победы, победителей. Ну, действительно, поэтому такая ожесточенная война и идет. И, ну, конечно, в Якутии всегда было очень много украинцев, жило.
Потому что вся добывающая промышленность, это золотодобывающая, все эти, где в советское время, там же работали в основном это бригады с Украины, с Белоруссии работали, да, они иногда даже, а я работал в свое время в геофизической экспедиции почти 10 лет, поэтому вот с этим всегда сталкивался. Но всегда мы смеялись над украинцами, потому что они всегда были такие очень практичные. Если завсклад, обязательно товарищ с Украины. Да, в армии там, кто там тоже, сержанты там, да, украинцы. В общем, такая нация, которая, она умела четко приспосабливаться и использовать для себя. Но мы на это никогда не обращали внимания особо-то. И всегда как бы смеялись над ними, маленько как бы это подкалывали, издевались, так вот шуточно, скажем. Но тем не менее вот такое было, да. И вот насчет идеологии. Действительно, когда даже вот видно по поколению нашему, да, в Якутске, вот как быстро может меняться у людей мышление, да, вот. Именно когда обрабатывается это все информационно, все это, да, идет обработка несколько лет. И вот, допустим, мы с детства знали, вот там Ленина все знали, Владимир Ильич Ленин, вождь, наш вождь, на площади Ленина он стоит, все там, да. Сегодня, вот буквально я уже, когда мои дети были, они сейчас уже взрослые, но они уже школьниками, когда учились, как раз когда попали в период перестройки, ломки всего там, да, нашего Советского Союза, они уже через несколько лет уже не знали Ленина. Казалось бы, вот в России там, да, уже Ленин, а сегодняшняя молодежь там, так, они даже не знают, кто такой. Ленин уже не знают они, не могут о нем рассказать ничего. Поэтому с точки зрения, когда идет целенаправленная пропаганда информационная, да, она, в общем-то, ломает так менталитет народа, да, и это вот ярко видно на Украине. Представляете, вот, вот наша братская страна, вот буквально жили вместе, они в Якутии здесь работали, вот были друзьями, все, сегодня это враги. У меня даже вот недавно такой случай произошел, вот знакомый наш, да, вот он всю жизнь работал здесь, в Якутии, все, потом уже пенсионный возраст, он переехал на Украину, в Кривой Рог, жил там, но когда начались эти все процессы, у него дочка вышла замуж там за украинца, там они с супругой вернулись в Якутию. Они просто там не смогли жить, потому что над ними всегда издевались, дверь там обливали краской, что-то еще, писали всякие надписи, его даже на улице били. Они вот приехали сюда. И вот когда началась вот сегодня эти вот наши артобстрелы, там, да, очень такие мощные по энергосистемам Украины, значит, отец решил позвонить. Позвонил на Украину к дочери, с внучкой. Так внучка уже говорит: ты понимаешь, дед Москаль, вообще не звони больше. Тебе надо было еще там, когда ты был на Украине, горло перерезать. Вот, представляете, уже на уровне, казалось, семьи, внуки, дети, там, да, вот уже вот эта линия, черта, она вот проходит через всех. Это же страшное дело, да, вот. Я, например, вот это в шоке, от этой информации. Ну, здесь надо вспомнить, наверное, если обратиться к истории, Гарвардский проект, это когда американцы после войны начали создавать такой психологический портрет гражданина СССР. Притом они проводили опросы бывших граждан СССР, которые оказались там в силу разных обстоятельств на территории Западной Европы, США, и был составлен вот некий психологический портрет среднестатистического советского гражданина, и по ним велась работа. И почему американцы, тоже ЦРУ прикармливало таких диссидентов, как Солженицын, Сахаров, вкладывали они огромные деньги. Дело в том, что они четко понимали, что идет борьба за умы, за сердца людей. И по сути, вот то, что мы видим на Украине последние 30, особенно 8 лет, вот эта антироссийская, антирусская пропаганда, это как раз результат вот этого гарвардского проекта, отдаленные. Они очень четко, наши враги, та же англосаксонская элита, понимает, с кем и с чем они работают.
И даже мы столкнулись в России, действительно, вот вы, Руслан Васильевич, правы, когда вот частичная мобилизация началась, то сотни тысяч наших россиян призывного возраста, они ринулись за границу. Это ведь результаты того упущения, которое вот вы немножко коснулись в системе образования. И не случайно, наверное, вот 30 сентября, в тот день, когда вот принималось решение о вступлении в состав России 4 новых субъектов, Путин провел совещание закрытое Совета Безопасности по патриотическому воспитанию. И мало кто знает, что на уровне правительства, руководства России уже принято решение о том, чтобы историю изучали не как сейчас, там несколько часов, а 144 часа, как вот в старое советское время. И уже речь идет о том, чтобы вот ввести в школах должности заместителей директоров или советников именно по воспитанию, по патриотическому воспитанию. К сожалению, вот за 30 лет мы многое упустили, и на примере Украины мы видим, как можно в течение там очень краткого времени, вот вы привели очень яркий пример, как можно даже семью разделить по такому признаку, что вот ты украинец, ты москаль русский, и вот этот конфликт цивилизационный возникает. И в дальнейшем вот как быть? Ну вот понятно, что эта операция когда-нибудь закончится, и часть Украины или вся Украина, она войдет в состав России или не войдет, но во всяком случае на сегодняшний момент вот эти 4 региона, более 100 тысяч квадратных километров, они вошли в состав России, и при удачном исходе специальной военной операции и другие регионы, скорее всего, войдут в состав России. Что вот с этими новыми территориями России делать? Дело-то в том, что туда надо вкладывать не только деньги для восстановления экономики, но как менять сознание людей. Вот как вы думаете? Да, действительно. Вот я бы хотел тоже обратить внимание, что вот возьмем Прибалтику, Украину, Польшу, там страны бывшего, скажем, советского социалистического лагеря, да, они в первую очередь начинают что делать? Ломать памятники. Вот, буквально, постоянно, это уже несколько лет идет там, это такая вот волна, когда именно памятники воинов-освободителей начинают ломать, сносить. Казалось, ну памятник стоит и стоит, да? Кому он мешает? Оказывается, памятники все-таки несут в себе очень большие смысловые нагрузки. И поэтому их убирают, их сносят. Да? Вот в этом вот плане. И, ну вот мы даже в своем году, где-то полгода назад, наверное, вот письмо обратились к главе нашей республики, вот наша организация общественного ИПИК, о том, что мы хотели бы, скажем, по возможности восстановить один из памятников на территории Украины, на освобожденной территории, потому что вот мы понимаем, что именно вот памятники, они несут себе такую нагрузку, когда для особенно молодого поколения, это яркий пример вот, отцов, дедов, которому надо подражать, это уже, а на этом уже должна строиться целая воспитательная работа. Да, это же информационная работа, пропагандистская, популяризация. Это уже программы в школах должны быть. Это действительно очень важно, чтобы мы сохраняли свою историю. Вот буквально этим летом мы работали в поселке Сымах, да, это родина героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. И мы там восстанавливали его памятник. Мы отремонтировали этот памятник. Это вот волонтеры Всероссийского общества охраны памяти истории ехали туда. Все лето выезжали мы там и такими экспедиционными поездками выполняли эту работу. И я бы хотел заметить, что когда мы работали, а ведь недалеко рядом абсолютно школа, стоит сельская школа, недалеко администрация главы населенного пункта этого, да, и они как бы самоустранились. Казалось бы, приезжает бригада, волонтеры, которые начинают строить, ну, восстанавливать память, ведут ремонтные работы. И здесь бы административному ресурсу подключиться и молодежь подтянуть, чтобы тоже они приняли участие в этой работе сохранения нашего памятника. К сожалению, вот эта работа не проводится, она запущена у нас.
И потом, как никогда мы должны обращать на это внимание на уровне нашего правительства, на уровне Министерства образования, республики, когда именно вот отсюда и начинается патриотическое это воспитание. Не с громких фраз или, скажем, не с игры в зорницу, а именно вот с таких работ, когда школьники начинают, да хотя бы подмести территорию, да, и они начинают прикасаться к истории, начинает смотреть по-другому, глазами другими на этот памятник, и кто-то начнет читать об этом. Да? В классах нужно проводить исследовательские работы, конференции какие-то. Или, скажем, вот сейчас идет очень такая серьезная работа, это в Амгинском районе. Да? Сейчас воссоздается историческая среда местности Сагыл-Сыгы. Там, где горстка наших красноармейцев, это в далеком 1923 году, остановили вторжение на территорию Якутии армии Пепеляева. Да? А их было там больше 700 тысяч пепеляевцев. А их тоже финансировали, и, скажем, и наше купечество, и плюс из-за границы финансирование шло. В общем-то, это была прямая интервенция. Если бы 300 человек Строда не остановили, вот в то далекое время, как бы была повернулась история, неизвестно. Вот сейчас эта среда восстанавливается. Вот именно долгие споры шли там, вот, что сделать с этой территорией. И именно мы тогда еще в 2016 году ставили вопрос именно воссоздания исторической среды того периода. Чтобы туда могли, вот мы в советское время туда же специально выезжали экскурсии со школ города Якутской республики, весенние каникулы, и там они выезжали, смотрели, как это было на самом деле. И, к сожалению, в период перестройки и вот до последнего времени этим никто не занимается. Вот этого патриотического воспитания нету. Нету примеров ярких для наших ряд. Почему? Особенно вот сейчас сбегают, когда стали призывать молодежь-то, да, они сбегают. А в основном какого возраста? Вот те, которые как раз учились вот в этот период. Да? А вот более старшее поколение, вот мой брат двоюродный, он сейчас в Москве живет, вот мы с ним разговариваем, я говорю, добровольцем записываюсь. Вот то поколение, которое воспитано в Советском Союзе, которое и когда еще тот период, когда еще работал Советского Союза, они уже более у них другой подход. Они более патриотичные такие, да, и даже в принципе, и я иногда говорю там, да, если меня призовут, я действительно пойду. Вот дух такой еще есть, а вот то поколение, которое воспитано вот уже вот в этот 30-летний период, конечно, они совсем другие. Для них уже как таковой родины вот нету там, да. Они могут, видите, предали, убежали там, да. Это как предательство, вот мы и не воспринимаем, да. А сейчас, может, это по-другому воспринимается. Это, конечно, очень важно в школах вести эту работу с детского сада, со школьной скамьи. Вот такое направление. И то, что сейчас делается вот по восстановлению наших памятников, да, вот нашей исторической среды, там, да, вот, это не только монументальные памятники, даже вот те территории, скажем, воссоздание тех территорий, объектов деревянного зодчества, где жили наши предки, где жили выдающиеся наши люди, да, эти вот территории надо восстанавливать. Это вот деревянная зодчество, это наша как бы вот генная память, это наши маркеры нашего народа. И школьники должны быть вовлечены в эту работу. Вы затронули действительно очень важную тему исторических памятников. И действительно мы видим и на Украине, и в странах Восточной Европы, когда начинают уничтожать памятники, они ведь уничтожают не просто вот какие-то физические объекты, они уничтожают историческую память. И есть ведь тоже вот известное выражение Конфуция, что миром правят символы и знаки. И памятники – это такие некие символы, маркеры, которые говорят о том, что здесь жили люди определенной цивилизации. Они невидимо, незримо на нас влияют. И мы вот с этим сталкиваемся постоянно в своей жизни. Я вот как преподаватель тоже последние годы, когда я работал в Арктическом агротехнологическом университете, вот из своей личной практики тоже могу поделиться опытом. Действительно, те люди, ну, вот студенты современные, имеют очень ограниченное представление о истории.
И даже ребята, которые, казалось бы, хорошо учились в школе, там, имеют медали, но они откровенно говорят, что вот они сдавали вот этот единый госэкзамен, и фактически истории их толком и не учили. И поэтому вот увеличение часов на историю, на то, что наконец-то вот нашей системе образования начинают уделять внимание истории, оно говорит о том, что все-таки государство у нас задумалось, и со стороны общественности необходимо тоже вот это начинание государства поддерживать. Ведь не нужно ждать постоянно, что вот кто-то, какой-то большой начальник там в Москве или в Якутске скажет. И эта воспитательная часть образования почему-то вот последние 30 лет у нас в школе, там, в вузах, СУЗах очень сильно запущена. С одной стороны, действительно понятно, что пытаются дать знания по специальностям, но с другой стороны, ведь нужно и воспитывать. И это дело каждого педагога. Вот я, например, когда вел занятия, такую всегда проводил пятиминутку. Каждый преподаватель может, независимо даже от своей специальности, найти время с тем, чтобы объяснить своим студентам, что происходит в мире. И студенты, в принципе, если ты объясняешь понятным, доступным языком, они начинают понимать и проникаться. Это ведь тоже наши дети, наши внуки, хотя у них базовых знаний не хватает, но если на понятном языке им объяснишь, они начинают понимать, потому что они же все равно граждане России, и здесь существует очень большой пласт работы для всех, и для общественности, и для науки, и для государства. Но вот мы, если вот возвращаемся к текущей ситуации по спецоперации, обращает на себя внимание, что вот начиная с 10 октября, буквально вот с понедельника, российская армия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре. Притом удары идут действительно высокоточным оружием, жертв среди мирного населения не так много, и буквально каждый день идут удары, в том числе по транспортной инфраструктуре. Возможно, это как раз связано с назначением нового командующего вот, российскими войсками, который был назначен буквально 8 октября сибиряком Сергеем Суровикиным, который командовал Сирией и освободил ее от боевиков ИГИЛ. Возможно, вот с изменением формата этой специальной военной операции. И здесь возникает вопрос, насколько у Украины хватит ресурсов. Уже сейчас говорят, что от 30 до 50% энергетики Украины уже встала, и в течение какого-то времени, после того, как вот наши дополнительные силы войдут, уже ход этой операции будет меняться. И в связи с этим встает вопрос, опять-таки, что делать на этих освобожденных территориях. Понятное дело, сейчас там идет война, но мне кажется, надо думать уже о будущем. Дело в том, что вот регионы, вот наша республика закреплена за городом Киров, Донецкой области, там работают наши специалисты, занимаются восстановлением вот инфраструктуры, оказывают помощь. Но ведь речь идет не только о каком-то отдельном населенном пункте. В целом, как будет идти вот этот процесс восстановления, что делать вот с этими людьми на освобожденных территориях, как вы думаете? Ну, тут, конечно, это вопрос очень сложный, да, потому что, вот, как мы уже говорили, что действительно целое поколение там потерянные люди. Потому что когда вот первые дни этой специальной военной операции, там идеология была какая? Считалось, что стоит нам уничтожить националистические батальоны и все, и, скажем, даже вот регулярная армия украинская, она в принципе за нас. Гражданское население тоже поддерживает и готовы быстро перейти в Россию, скажем, да, но операцию там дальнейшее показывает, что действительно это не так. Это видно из информационных источников, да, вот, оказывается, вот это вот фашизмом поражена ведь, ну, не только часть организма, скажем, да, а полностью организм поражен. Поэтому здесь, конечно, это
очень серьезная работа, что делать потом на этой территории. Да, и здесь не должно быть какой-то такой простой подход, что вот мы вошли, построили, все это восстановили, всю эту инфраструктуру, и дальше уже пойдет своим путем это. Я думаю, что это будет ошибочный ход, потому что здесь нужно уже вопрос идеологически менять, информационный там, да. Вот даже сегодня, вот у нас в России, скажем, да, вот телевизор включишь, ну что там за фильм, я даже удивляюсь. У нас идут уже война, можно сказать, идет, да, а по телевизору там какие-то шоу-программы, там, да, идет это все, это нескончаемым потоком, это все, и, ну, ни в какие, скажем, ворота не лезет. Скажем, во время Великой Отечественной войны уже с первых, с начала войны уже полностью поменялся репертуар даже, да, вот, съемки, фильмы какие стали выходить там, да, Александр Невский, там, да, вот уже именно направлены на патриотическое воспитание. А сегодня у нас мы это не видим на наших экранах. Понимаете? Поэтому здесь вот должно произойти изменение не только там на Украине, но и у нас у себя в России должно произойти. Другие подходы должны быть. Особенно вот то, что передает там телевидение, это постоянно то, что видит человек, слышит человек. Мы сейчас знаем, что дети все, начиная там с младших классов, они все с телефонами. У них там игры, что там они смотрят, что там видят. Это же как раз, здесь же тоже как раз идет воспитательное значение вот с этих телефонов. Поэтому здесь, мне кажется, очень четко надо понимать и подходить как бы такое, именно по государственному, если мы не будем решать эти проблемы, не решим у себя, и дальше не будем, вот это, решив проблему себя и двигать дальше, да, то ничего мы не получим. Но вот в последних выступлениях нашего президента тоже такой красной нитью проходит очень интересная мысль. Он начинает такими оперировать терминами, как вот империя зла, империя лжи, начинает говорить о системе ценностей, что вот западные ценности одни, мы их не принимаем, у нас система ценностей совершенно другая. То есть речь идет о вот новой системе ценностей, и по сути Россия сейчас выступает в роли противника вот этой системы ценностей, который вот этого миропорядка нового, который американцы пытались 30 лет навязать всему миру. И люди в других странах, они тоже видят, вот как в сталинском СССР, который боролся против фашизма, боролся против колониальной системы, альтернативу Западу, Соединенным Штатам Америки. И они видят отношение, например, к Украине, той же самой Украине. Сквозь потоки лжи видно, что сами же украинцы говорят, что потери мирного населения, они очень маленькие. Вот нанесли ракетные удары, например, в течение 4 дней, сотни ракетных ударов. А украинцы, если бы там действительно были массовые потери, не постановочные, которые они показывают на Западе, как ролики, вот, бедные граждане пострадали, речь-то идет о том, что вот пострадали реально десятки людей. Хотя сотни ракет были, удары нанесены, и действительно это высокоточное оружие. И с самого начала спецоперации президент говорил, и военные говорили, что речь не идет о том, чтобы российская армия там ковровыми бомбардировками сравняла с землей, как вот американцы в Сирии, в Югославии. То есть это совершенно иной подход. И этим самым мы показываем всему миру, что Россия другая, что наша цель не уничтожить вот противника любой ценой. Мы же понимаем, что это братский народ, что мы будем с ними жить вместе, как бы там ни было, и восстанавливать общую нашу страну. И по сути сейчас, мне кажется, идет процесс восстановления вот нового союзного государства, о котором говорил Бжезинский, он ведь говорил в 90-е годы, вот у него есть книга «Великая шахматная доска», о том, что
возрождение нового союзного государства России, как мировой державы, оно невозможно без Украины. Почему там такая буча и вот эта военная операция, почему вот против нас украинцев восстанавливали, это ведь не только огромная территория, большое количество населения, и по сути это костяк нового союзного государства. Это Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, страны Средней Азии и Закавказья. Это 250-300 миллионов. И почему это нужно? Дело в том, что для современной геоэкономики, геокультуры необходимо наличие 250 миллионов как минимум потребителей. Почему объединилась Европа, возник Евросоюз, почему не развивается, стагнирует Япония? Потому что там не хватает людских ресурсов. И вот вокруг этого идет борьба на Украине, а не просто вот Путин захотел, организовал вот эту спецоперацию. Это не идет произвольно, это процесс идет объективный. Что вы думаете на этот счет? Вот совершенно правильно, да, и даже в царской России, ну, Якутия, она была малозаселенной, да, вот, представьте, огромная еще территория, и когда она не заселена людьми, конечно, это уже ослабление этой территории и границ. Поэтому же и были переселения специально устроены, чтобы с центральной части России население переезжало на восток, чтобы действительно там территория должна жить. Если территория живет, тогда да, там же и с ней идет идеология, экономика и прочее. И тогда и границы соблюдаются, они охраняются границы. Поэтому, конечно, когда население меньше, а ведь не зря, вот только что сказал, что вот, политика, скажем, демографическая политика, это вот у них американцы, то, что там, да, так, англосаксы пропагандируют, это однополые браки, там, да, это другие там различные эти меньшинства различные, там, извращенная форма, когда они предлагают там мальчикам, маленьким еще, совсем не смышленым, чтобы они могли поменять свой пол, там, да, девочки тоже. И, ну, мы все-таки за традиционный, когда семья, это есть папа, мама, там, да, дети, все. Почему это пропаганда? Для того, чтобы, опять же, остановить демографический процесс, чтобы на территории, скажем, уменьшалось население. Там же мы все читаем же все, оказывается, вот нужен золотой миллиард во всем мире, чтобы вот они могли жить, остальные не нужны люди на этой земле. Но делается все, чтобы уменьшить количество людей. А если в России уменьшается количество людей, то мы просто-напросто не сможем содержать эту огромную территорию. Тогда действительно мы просто как умрем и территориально сразу. Поэтому я думаю, что здесь очень как бы это правильная политика, что сейчас у нас поддерживается именно многосемейность, там, да, чтобы было многодетные семьи, как можно больше для них вот сейчас создаются и мат-капитал, там, и прочее все там, да, но тем не менее, когда вот политика провозглашает, но должно еще и дальше идти поддержка и в других формах, скажем, да, сегодня у нас вот нехватка школ. Ну, казалось бы, мы говорим, да, как можно больше детей должно быть, это хорошо, а в то же время это не... Детские сады тоже проблема, школы проблема, там, да, вот поэтому должно это все как бы смотреть все в комплексе, рассматривать. И действительно, чем больше населения на этой территории, тем она крепче эта территория. Спасибо, Руслан Васильевич, за участие в этой передаче. То, что касается вот вашей работы, вашей деятельности, развития, восстановления исторических памятников, исторической памяти, развития паломнического туризма, мы, возможно, в одной из следующих наших передач поговорим отдельно на эту тему. Действительно, цель вот нашего проекта «Якутия. Образ будущего» – показывать людей, которые творят будущее, потому что будущее творится здесь и сейчас. Оно связано и с прошлым, и с настоящим, и будущим. И наша цель – говорить о том, о тех людях, о тех проектах, которые созидают вот это будущее, вот как вы, и как гости будущих наших передач. И хотелось бы, пользуясь моментом, анонсировать, что наша следующая передача, наш следующий
дискуссионный клуб, заседание будет посвящено теме генеалогии. Мы пригласим директора Института генеалогии и этнологии Аргунова Константина Ильича, чтобы он рассказал о своем проекте. И вот такие передачи у нас будут выходить при поддержке Саха-Медиа, газеты Саха-Серия и НВК Саха 2 раза в месяц. И мы будем таким образом создавать эти образы будущего с тем, чтобы наша республика, наша страна развивалась, и те инициативы, которые идут снизу, они находили поддержку и со стороны бизнеса, и со стороны государства, и совместными усилиями мы способствовали процветанию нашей республики и нашей общей великой Родины России. Спасибо за внимание. Всего доброго.